Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уважаемые друзья, спасибо за приглашение, спасибо за это мероприятие и поздравляю вас за первую серьезную попытку, за то, что вы даете надежду не только народам России, но и народам бывшего Советского Союза. И спасибо Украине, украинскому народу, потому что именно Украина, мужественная борьба украинцев дает нам или создает нам этот шанс, мы должны в этом признаваться. Наверное, между Душанбе и Варшавой, Киевом или Москвой несколько тысяч километров, но мы, таджики, осознаем, что наша борьба или наша победа, путь к нашей победе, наверное, начинается отсюда, проходит через Киев, через Москву, дальше в Душанбе, а может быть до Душанбе еще через какую-нибудь столицу в Центральной Азии, Ашхабад, Астана, а может быть наоборот, через Душанбе в Астану или в Ашхабад. Но это не важно. Главное, что сейчас мы здесь, вместе, и наконец-то мы поняли, что мы должны быть вместе. 30 лет наши диктаторы, они создавали всякие союзы, ОДКБ, различные клубы для того, чтобы поддержать друг друга. Но демократические силы, свободные силы, независимые силы нашего региона, они были разделены. Никогда я не помню, что была попытка собраться вместе и бороться вместе. Теперь у нас есть этот шанс. Теперь у нас есть возможность покончить с диктатурой в нашем регионе. Сегодняшнее российское руководство свой выбор уже сделал, видимо, окончательно. То есть воссоздать Советский Союз в том или ином виде, подчинить вновь себе народов бывшего Советского Союза, расставить везде и поддержать таких же, но более мелких диктаторов, вассальных, коррупционных режимов. И самое главное, самое опасное – задушить свободные голоса, свободных людей, свободных партий и движений везде, в бывшем Советском Союзе. И, на мой взгляд, мы тоже должны сделать выбор, наверное, уже сделали, поскольку собрались здесь, то есть помочь Украине победить, помочь России стать свободным и демократическим, и помочь нашим народам в борьбу за независимость и, самое главное, победить. Мы за свободную демократическую Россию, от которой не исходят угрозы и шантажи в отношении других народов Центральной Азии, а это мы видим, чувствуем ежедневно. Мы за Россию, которая не имеет больше имперских мышлений и планов. Кстати, это почувствовали не только мы, народы Центральной Азии, Кавказа и так далее. Даже наши лидеры, которые сами являются ставленниками и вассалами. Это мы чувствуем по их телодвижению, высказываниям. Даже наш Эмомали Рахмон в унизительном виде, он осмелился сказать Путину кое-что. И это, наверное, они почувствовали, что хозяин намного слаб сейчас, и они в поисках новых хозяев или в попытках получить больше. Но это не важно. Для нас все они одинаковые, и мы должны бороться вместе. И я уверен, что это начало нашей победы и начало конца наших диктаторов. За нашу и за вашу свободу. Спасибо.